Во всех СУЗах республики, где проходит региональный чемпионат WorldSkills, созданы все условия для того, чтобы участники смогли продемонстрировать свои навыки. Все площадки оборудованы строго по стандартам конкурса. На подготовку к заданию студентам дается 3 часа, на выполнение 15 минут. Пожалуй, самое интересное из всех заявленных – это вот строить и проектировать таких интересных роботов. Робототехника развивает мышление и интерес школьников к учебе. Поэтому не случайно в одной из компетенций WorldSkills можно встретить именно это задание. Участники, а это будущие педагоги, должны собрать и спроектировать роботов на определенную тематику. Времени мало, поэтому Тамила Албагачиева приступает сразу к сборке своей конструкции. Готовилась она долго и в своих силах уверена. Я хочу собрать конструктора робота «Растение и опыление» у нас называется. Так, вот мы собираем детальки. Это очень помогает для развития моторики рук детей. Вот. Итак, мы сами учимся тут это все делать. У нас проходит такое занятие, как робототехника, и на этом занятии нас учат, как собирать такие лего-конструкторы. Вот. Это на первый взгляд кажется очень сложным, но это очень интересно и очень познавательно. Сколько минут у тебя здесь собрать? Вот у меня есть на целую демонстрацию урока 15 минут, где-то 5 минут, чтобы продемонстрировать. Пока одни участники приступают к основной части заданий робототехники, другие работают над неурочной тематикой. Участницы должны изобразить с помощью определенных аппликаций на ватмане свое видение мира животных или растений. Таким образом, они будут учить детей познавать окружающий мир. Элина Евлоева уже выполнила свое задание. Сама тема в мире животных, подпункт растения и опылители. Мы будем в этом конкурсе рассказывать про пчелу и будем собирать робота-пчелу. Здесь у меня опылители, вот не только пчела, я хочу так познакомить их и с другими опылителями. Им интересно детям? Да, им очень нравится. Вот наглядность, самое интересное, что детям нравится, это рисунки, картинки, то, что их заинтересовывает больше всех. Наблюдают за конкурсом эксперты, которых обучали тьюторы. Это преподаватели чемпионата. Показывали им мастер-классы, региональные эксперты изучили специализацию и теперь имеют право без надзора дирекции чемпионата проводить соревнования. Как отмечают организаторы, в этом году задание намного сложнее, больше графической и компьютерной работы. Оценивают участников тоже по определенным критериям. Мы даже не можем предположить, кто из девочек, там, допустим, займет первое или второе место, потому что после того, как мы в систему вводим оценки, да, вводится средний балл, отбрасываются там самые большие, меньшие значения, и на самом деле очень справедливо проходит эта оценка. Рассматривается каждый аспект, вплоть до того, что убрал ли участник рабочее место перед тем, как начать там выдавать фрагмент урока, убрал ли он после себя, слушал ли его класс, было ли сконцентрировано внимание участников, вот этих детей, которых мы забираем со школы, на этом преподавателе. Каждый нюанс, который должен присутствовать в работе учителя начальных классов, оценивается вот в рамках этих соревнований. У нас 5 экспертов, 5 участников. Главный эксперт, технический эксперт. То есть все то, что нужно для проведения данного конкурса, и все работники, они у нас все на месте. Утром в 9 часов начинаем, и до 5 часов вечера проходят вот эти вот конкурсные мероприятия. Все задания для студентов не новые. Они входят в образовательную программу СУЗа. Участникам предстоит выполнить 8 заданий. На это выделено 4 конкурсных дня. Сегодня 2-й. Имена победителей в этой компетенции будут известны уже в субботу. Лина Цычоева, Магомед Дидигов. Новости 24.